Спонсор передачи – магазин детского питания и товаров для детей «Викуша». Бутылки с водой, памперсы, зубные щетки и пасты, акварель. И даже вот это. Мало ли какие сюрпризы могут возникнуть, если это касается детей. Сегодня об этом и пойдет речь. О детских сюрпризах. С вами передача «Город женщин» и я, Сарглана Амосова. Давайте начнем. Недавно у нас случилась такая неприятная история. Мои дети решили поиграть в ванной, да так увлеклись процессом, что дочка ударилась о край ванны, ее толкнул братик. И, к сожалению, у нас откололся кусочек переднего зуба. У меня сразу началась паника. Что же делать? Как быть? Ладно бы зубчик был молочным, но он, к сожалению, постоянный. И первым делом я обратилась к Ксении Пиксайкиной. И что же она ответила, мы узнаем прямо сейчас, ведь она наш первый гость. Встречайте. Ксения Пиксайкина, кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт. Ну вот, Ксения, я тебе сразу написала. Вот такая неприятная ситуация случилась. Что же надо делать родителям в первую очередь? Конечно, такие ситуации случаются, и в первую очередь, понятно, что нужно обратиться в стоматологию, самую ближайшую. Конечно же, врач-терапевт на своей вот этой первичной консультации, он сразу же должен в такой ситуации сделать рентген-снимок. Для чего делается такой рентген? Потому что нам нужно определить, насколько была сильная травма. Поврежден ли сосудисто-нервный пучок зуба, то есть нерв зуба, за счет чего осуществляется питание. Есть два исхода. Если же нерв был не поврежден, это лучшая ситуация. Если сохранился этот осколочек зуба, то стоматолог, он может его, грубо говоря, приклеить. Да? То есть можно восстановить, да. Это вот первый исход. Если же у нас второй исход, когда поврежден все-таки сосудисто-нервный пучок, то, конечно же, в этой ситуации стоматолог прибегает к депульпированию, то есть убирает этот нерв. Вот. И пломбирует канал. Конечно же, минусы такой ситуации в том, что зуб со временем он может потемнеть, к сожалению. Вот. И поэтому, потом, когда уже, допустим, ребенок подрастет, да, если это тем более девочка у нас, то в будущем можно прибегнуть к такой процедуре, как люминиры или виниры. То есть процедура либо без обтачивания коронки, то есть эстетический эффект всегда можно А вот насколько это распространенная проблема? Часто к вам обращаются именно с такой ситуацией? Да, то есть передние зубки, тем более постоянные, да, они достаточно большие, объемные, и ребеночек, он как бы очень активный, да, и бывают такие ситуации часто, к сожалению, да, поэтому очень важно в этом случае как бы быстрая помощь, не откладывать, то есть сразу же бежать к стоматологу для того, чтобы помочь экстренно. Тем более, если у нас, вот как я говорила в первом случае, если не повреждена камера, да, пульповая, нерв, то мы можем вполне воссоздать начальный вид. Понятно. Знаешь, чего больше всего я испугалась? Именно того, что если там, произошла такая травма, то, возможно, там пошли трещинки, да, что дальше он может раскрошиться. И я тогда вот подумала вот о чем. Может ли это быть сигналом того, что, может, в организме чего-то не хватает, зубки слабые, да? Вот как их укреплять? Конечно же, всегда важна профилактика, то есть гигиена. Вот сейчас я могу вам продемонстрировать, как эта гигиена будет проходить, как она в идеале делается. Вот я для вас приготовила специальный типодонт. Не обращайте внимания на то, что он с брекетами, все равно как бы тактика от этого не меняется. То есть если мы вычищаем верхние зубы, то зубная щетка у нас должна быть направлена от десны вниз. То есть мы как бы смахиваем. То есть сейчас мы показываем вот процесс, да, потому что вот мы часто приходим к стоматологу, и они нам говорят, начался кариес из-за того, что вы просто плохо чистили зубы. Но парадокс. Как правильно чистить зубы, нам не всегда показывают. Это точно. Давай посмотрим. Да, мне кажется, это нужно даже в школьную программу ввести, чтобы дети все знали. Вот, то есть вычищаем вот такими движениями смахивающими. Если это нижняя челюсть, мы не повторяем, мы, наоборот, от десны уводим щетку вверх.
для того, чтобы налет не скапливался около десны. Потому что если налет скапливается, то как бы десна воспаляется и портится. С внутренней стороны зубки, конечно же, мы также вычищаем. То есть поначалу это сложно, даже первое время устает кисть, но потом дело привычки, то есть все это проходит. Покажи, пожалуйста, Да, щетку, пожалуйста. А вот то, что мы чистим вот так вот все. Это, С знаете, детства могут быть так, завершающие движения, круговые, вот так, ну, как бы параллельные, да, то есть это не всегда плохо, но это можно применять. Вот, но самое главное именно вычищение, то есть Вычищать. чтобы налет не забивался между зубами. А вот внутри там вот, давай покажи Да, дальше. то есть Там же неудобно совсем. внутри, вот, то есть тут как бы мы развиваем свои руки, да, максимально. То есть щетку выворачиваем уже так, как удобно, и также такими же движениями тоже как бы выметаем этот налет. Вот, так. родители, посмотрите внимательно. Мы с ребенком, наверное, даже можно поиграть, да, то, что это такая вот швабра, которая да, выметает, которая вычищает. вычищает Да. грязь. Вот. Рекомендованное время, конечно же, чистки это 2 минуты. Для этого вот в стоматологии, ну, в частности у нас в Дентексе, можно приобрести вот такие часики. И с ребенком, опять же, в виде игровой формы играть. Вот сколько времени, Прикольно, да. То есть А вот есть так. такие синенькие, например, чтобы мальчик, девочка там? Бывают разные, да. То есть, ну, у нас пока вот розовые. Классно. Вот. Также я бы еще хотела рассказать про щетки, да, непосредственно, потому что много вопросов у родителей возникает, какую же щеточку все-таки приобрести. Вы знаете, я за самые простые щетки, где щетина, вот, посмотрите, нас поближе показывают, да, она сплошная, то есть нету всяких силиконовых вставок, это не нужно. Ну, нет. Силикон не нужен? Нет, он как бы, в частности, на самом деле, как показывает практика, у него нет какой-то такой супер очищающей способности. То есть это, знаете, как швабра, да, вот самая простая швабра, она лучше всего, то же самое и тут. Ну и потом, как бы, щетку нужно часто менять, то есть раз в месяц, раз в 2 месяца. Если это здоровый пародонт, то средней жесткости лучше применять щеточку. Вот, то же самое и детки. Вот видите, сплошные щеточки без силиконовых вставок. Вот. А смотри, а вот мы купили щетку, абсолютно новую. Как нам ее подготовить? Ну, подержать в кипятке, возможно, там, или как? Как делают, как вы советуете? Антисептическая обработка, ну, достаточно, наверное, кипятком облить, но, вы знаете, я вот честно сама так ни разу не делала, да, потому что, ну как, покупаешь щетку, то есть она вот в упаковке, все как бы закрыто, никакого доступа с внешней средой не было, в принципе, мы можем уже спокойно применять. Ну вот, да. а вот зубные пасты, да? Мне вот интересно. Да. Все-таки вот говорят же то, что там какой-то порошок, это просто реклама, да, какой-то особенный. А как с зубными пастами? Вот дети всегда говорят, купи мне детскую зубную пасту, ведь так надо. А действительно, есть ли разница между взрослой пастой и детской? Да, действительно, разница есть. Вот не зря дети просят, купи мне детскую пасту, потому что им очень нравятся вот, ну, вкусовые добавки. Вот, и чаще всего эти вкусовые добавки в детской пасте бывают, ну, клубника, банан, ну, какие-то фрукты, да? Вот, и если вы заметили, то мяты практически не бывает. А вот это очень важно. Почему? Вот в особенности до 2 лет. Мята, она воздействует на дыхательный центр. И если у ребенка может, ну, какая-то вот аллергическая реакция быть, да, это может вызвать бронхоспазм. Поэтому до 2 лет в пасте нет мяты. Да, вот такая особенность. Ну и, конечно же, в детской пасте меньше абразивных компонентов, чтобы эмаль не портилась, да, и сильно не царапалась. Вот. И все-таки там меньше, ну, всяческих добавок дополнительных, да. А вот когда я была, ну, маленькая, потом подростком, да, вообще в нашем детстве не принято было там как-то заморачиваться насчет зубов. Мы просто чистили, и все. Если они растут криво, то когда ты станешь повзрослее, тебе наденут брекеты. А сейчас как? Сейчас надо обращать внимание, если зубы растут там вот так вот, как забор. Ну, всегда, да. То есть я всегда прошу, ну, и как-то, когда разговариваю со своими пациентами, я всем рекомендую обращаться в возрасте 4-5 лет. Это первое обращение к стоматологу-ортодонту. Это тот врач, который, ну, непосредственно занимается исправлением вот этой кривизны зубов, да, неправильно расположенных зубов. И вот сегодня я могу продемонстрировать фотографии.
как раз-таки работы до и после, ну вот как это все выглядит, если вовремя не обратиться к стоматологу-ортодонту. Вот, да. Да, Что вот- мы здесь видим? Да, вот посмотрите, пациент, ну, опять же, я всегда все рассматриваю организм в целом, да, здесь у пациента была лор-патология, то есть аденоиды у ребенка были. И вот очень узкие челюсти, глубокий прикус. Да. На следующей фотографии уже будет видно, как прикус нормализовался. Вот видите, высота прикуса, уже пошла смена зубов, но уже с этой сменой мы видим, что вот эту глубину прикуса, ну, в общем, мы убрали, то есть все отлично. Следующие работы тоже как бы показаны до и после, насколько зубки выравниваются, видите, до брекетов, после брекетов, да. Вот у мальчика была очень плохая гигиена. Боролись, в итоге вот он научился в конце чистить зубы. Вот тоже обратите внимание, это пластиночки, то есть это съемные аппараты. Тоже насколько они, вот видите, сразу нормализуют положение челюстей и А зубов. у меня сразу возникает вопрос. Да? Вот видим, да, а из-за чего так появляется? Вот из-за чего именно могут начать зубы вдруг взять и начать криво расти? Очень часто, ну, понятно, что патологии, они передаются генетически, да, то есть можно посмотреть на маму, на папу и сразу определить, какая, в принципе, будет проблема у ребенка. Вот. Но чтобы это предостеречь, как раз-таки, если ребеночек обратился, ну, родители привели его в возрасте 4, 5, 6 лет, то здесь мы можем все это, ну, как бы нормализовать в этом возрасте. Вот. И, ну, главное обращение. Обращение, Да, да? вовремя. А еще у нас какие-нибудь примеры есть? Примеры. Давайте посмотрим. Да, вот это у нас пластиночки. Вот так вот они выглядят. То есть до этого мы видели во рту в ротовой полости. Вот тоже до и после. Здесь, обратите внимание, один зубик, резец, он внутри. Да. После он уже, мы его вытащили. А я вот вижу, да, до и после. Зубки, они на первой фотографии они желтенькие. И вот, значит, пациенты начинают уже внимательно чистить, и они вот сами собой так. Да, то есть дисциплина растет, да, то есть без брекетов мы как бы плохо можем вычищать. С брекетами должна быть строго идеальная гигиена. Если этой гигиены нет, то, ну, брекеты вообще снимаются. То есть настолько строго все это. Вот Хорошо, следующая дальше. работа, вот этот же случай, видите, вот зуб внутри. Прям друг за дружкой же Да, стоят. он стоял прям вот как заборчиком таким. И вот И, после... и это можно исправить И прямо? это можно исправить. Главное вовремя обратиться, и вам окажут помощь. Да. И вот еще, да, ой, как криво растут. Да, вот тоже съемные аппаратики. Здесь, видите, вообще обратный прикус, то есть нижняя челюсть, она выдавалась вперед после ортодонтического лечения. И уже вот в аппаратах, да, видно, как нормализовывается перекрытие. Вот. То есть у ребенка не должно быть вредных привычек, потому что очень часто, опять же, вот что провоцирует, ну, скажем, ту же генетику, да, вредные привычки. Вредные привычки такие, как очень многие дети сосут палец, к сожалению, да, бывает, подкусывают нижнюю губу. Также мы всегда обращаем на приеме, конечно же, на уздечки в ротовой полости, потому что бывает, просим открыть рот, подними язык, уздечка короткая. А язык – это сам по себе очень сильный мышечный орган, и он также может провоцировать вот эти проблемы, то есть раскрытый прикус. То есть очень важна правильная артикуляция. Поэтому вот с логопедами, с лор-врачами, стоматологи, вот мы должны работать в команде. Вот когда вот это все полноценно оказывается помощь, тогда нет никаких проблем. Здорово. Хорошо, а вот здесь у тебя, вот это, я так понимаю, то, что между зубами чистить, да? Да-да-да. Вот такие вот ёршики обычно используются у пациентов с брекетами как раз, да, для того, чтобы вычищать промежутки. Потому что очень часто, ну, застревает пища и приходится вычищать. Также вот можно их, ну, с собой брать на работу, например, да. Вот. И еще вот я хотела показать очень важный элемент. Это таблетки для индикации зубного налета. Это вообще необходимо иметь, я считаю, каждым мамочкам, вот как раз-таки отслеживать, как их ребенок чистит и ухаживает за зубками. То есть вот эта таблеточка, ее нужно разжевать, и в зависимости от окраса, то есть это будет светло-розовый, либо темно-фиолетовый, мы можем узнать, какой налет. То есть если это розовый, значит ребенок сегодня плохо почистил зубы, если это фиолетовый, значит ребенок неделю уже не чистит зубы. Хорошо. Да. А мне вот я еще хочу узнать, да? Зубные нити. Да. Вот я вот, допустим, могу поесть, чистить зубы, и мне вот папа может сказать, что из-за этого зубы становятся очень широкими, да, вот расстояние между ними увеличивается.
Это так. И еще дети. Дети могут использовать зубную нить? Ну, дети, конечно, совсем малыши зубную нить с трудом могут воспользоваться, да им особенно это и не надо, им достаточно щетки. Но взрослым нужно обязательно пользоваться зубной нитью. Если не 2 раза в день, хотя бы раз в день. Почему? Потому что в межзубные промежутки скапливается достаточно налету. И именно там образуется кариес. Вот. А по поводу промежутков. Нет, промежутки от зубной нити, они не образуются. Просто-напросто. Почему? Потому что пародонт, вот ткани, они, понятно, что они так или иначе зубы у нас чуть-чуть амортизируют, да, то есть и вот это вот микродвижение, там буквально там 0,1 микрона, да, то есть это ничего не даст, никакого такого расшатывания зубов или же образования промежутков. Ну, хорошо, Ксения, большое спасибо. Сейчас Спасибо мне стало вам. все гораздо понятнее. Жду тебя обязательно в следующий раз. Спасибо, спасибо. И сейчас давайте мы посмотрим, о чем же говорят наши малыши. Далее сюжет. Ну, это человек, вроде, который воспитает детей. Он на работу ходит и детей учит. Когда человек, большой, он работает, и он еще ухаживает за детьми. Взрослый – это человек, который старший. Работа – это когда все работают, у них самые важные дела. Ну, по сути, работа нужна, чтобы иметь деньги, не кушать, как, не знаю, на 5 рублей. Чтобы получать много денег. Чтобы зарабатывать много денег и чтобы быть образованным. Чтобы жить в хорошем доме и была хорошая семья. Ну, покупать одежду, там, еду какую-нибудь. Например, пожарные их вызывают, и они тушат пожар. Полицейские ловят бандитов, охраняют город. Если работа тебе нравится, тогда ты получаешь удовольствие от этого. Чтобы работать и звонить по работе. Наверное, чтобы поработать, звонить, писать сообщения. Написать там, поразговаривать, если ты не можешь пригласить кого-нибудь в гости. В Инстаграм там все люди заходят и смотрят, какие фотки. Чтобы у тебя было больше подписчиков, лайков. И если хочешь продвинуть больше подписчиков, и чтобы у тебя были больше лайков, тогда надо общаться с аудиторией, ну, чтобы была популярность. Такое приложение, куда взрослые люди могут вылаживать фото. Я им не увлекаюсь. Я не хочу каждый раз залипать в Инстаграм. Быть учителем, как ему угодно. Он учит детей, чтобы они, когда выросли, были умными. Поступить в континентальную хоккейную лигу НХЛ. Если ты хорошо играешь, то тебя могут позвать в эту же команду. Потом ты переходишь в КХЛ, МХЛ и потом в НХЛ. И я хочу стать художником и балериной, потому что они красивые, изящные, и у них очень красивая юбочка. Мечта – это когда ты что-то мечтаешь, там, какую-то игрушку хочешь и какой-то телефон. Мечта – это когда человек думает, кем он хочет стать или что он хочет сделать. Мечта – это то, что хочет человек на всю жизнь. Какие замечательные малыши. В детстве, когда я была тоже таким же малышом, мы с сестрой любили играть в такую интересную игру. Мы смотрели телевизор, и когда начиналась реклама, мы должны были угадывать, что за реклама это началась. И, естественно, выигрывал тот, кто угадает как можно больше роликов. И с тех самых пор у меня появился вопрос, что за синюю жидкость они добавляют в подгузники. Но так и не найдя ответ, я решила
просто взять акварель и покрасить обычную воду в синий цвет. И не просто так. Сегодня мы устроим настоящий тест-драйв современным подгузникам, а в этом нам помогут самые настоящие эксперты – мамочки. Девочки, проходите в студию. Здравствуйте, присаживайтесь. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Роза Иванова с сыном Рустамом и Елена Яроскумова с дочкой Златой. Здравствуйте, мамочки. Здравствуйте. Ну вот давайте поговорим сегодня о подгузниках. Мы все знаем то, что без них уже, наверное, современная мамочка вообще не представляет свой быт. А как вы выбираете подгузники? Какие вот критерии для вас важные? Для нас, чтобы главное, размер был подходящий, чтобы было без химии, без резкого запаха и чтобы впитывало очень хорошо. Впитывала очень хорошо. А для вас? Ну, для нас также, значит, обязательно главным критерием это является, чтобы не было отдушек лишних, да, запаха лишнего не было, вот, и впитываемость, непротекаемость подгузника. То есть эти критерии тоже для нас очень важны. Наверняка у вас уже есть свои фавориты, да, которыми вы всегда пользуетесь. Да. Ну, давайте поговорим о малышах. Вы скажите, как вас зовут, сколько вам лет? Меня зовут Роза, мне 30 лет. Это наш третий ребенок, младшенький в семье. Его зовут Рустам. Ему исполнилось 1 годик. Ой, поздравляем вас. А у вас? Меня зовут Екатерина, дочка наша Злата, это наша четвертый наш ребенок, да. У меня, получается, 3 дочек и сын. Это у нас самая младшая, ей 10 месяцев. Ну вот, не зря я вас пригласила, вы все многодетные мамочки, да? Вот, памперсы. Для чистоты эксперимента я убрала вот упаковки. И сейчас мы начнем наш тест-драйв. Давайте я вам раздам по памперсу. И первый наш критерий для выбора – это будет запах. Вот вы сказали, чтобы не было отдушек. Давайте мы посмотрим хорошенько памперс и понюхаем его. Ну и как вам? Совсем без запаха даже. Да. Да, вообще даже какого-то такого парфюма, да, такого вообще ничего нету. Нету. Хорошо. Запаха А нет. что малыши говорят, как к малышам? Хорошо, да? Отлично говорит. А еще, ну так как памперс, это такая вещь, которая именно контактирует, да, с телом малыша. И я думаю, очень важный фактор – это их мягкость, да, насколько они приятны на ощупь. И давайте мы вот тоже пощупаем. Может, у вас есть какие-то такие моменты, да, что вы хотели бы, чтобы они были немножко другими. Вот как вам кажется? Оно мягкое, да, внутри как будто бы вата. Обычно же в других подгузниках бывают какие-то вот впитывающие такие порошки, да, а тут как будто бы нету. Только чисто вата мягкая. Да, Вата, действительно, в некоторых памперсах там бывает определенная какая-то жидкость, которая вот при наполнении вот, впитывает и специфический у него запах, действительно. Вот в Хорошо. этом нет. Следующий наш критерий – это вот этот вот поясок, который вот помогает не сдавливать животик нашего малыша. И давайте мы его тоже вот оценим. Как он вам, девочки? Он очень плотный. Я думаю, что он очень плотно будет прилегать к телу малыша, то есть не будет приносить дискомфорт малышам. Вот. То есть вот именно тест на мягкость, вам кажется, он все-таки немножко жесткий, да? Да. А вам как? А мне кажется, что тут поясок слишком короткий. Короткий. Да. То есть Должно быть он пошире. может протекать Да. даже, да? Ага. Мгм. Хорошо. Так, давайте следующие памперсы. Тоже по этим же критериям мы посмотрим. Давайте посмотрим, Это уже послушаем их трусики. запах. Да, это уже трусики. Тоже без запаха. Как вы так хорошо вывернули. Ну, как вам? Ну, на ощупь он, в принципе, очень мягкий. Вот, поясок тоже такой вот плотненький, хорошенький. Но это вот как трусики, они... Вы такими не пользуетесь? Нет, они, как сказать, при смене не очень удобные. То есть там Для все вот меня. это вот богатство может Да. взять и размазаться, да? Да. А знаете, что я тут заметила? Тут есть вот такая штучка, да, вот моим детям, правда, уже 8 и 6 лет, и тогда вот такой только начал появляться. Его удобно, когда его снимаете, вот можно так его И сложить складываешь. и вот так вот
все приклеить, это очень удобно. Да. Ну, трусики для вот подвижных детей, мне кажется, очень удобно. Допустим, когда вот с ремешками вот, да, ребенок уползает, а когда вот такого возраста, 10, там, годика, да, одела и ребенок пошел. А если уже там по-большому, конечно, неудобно все это вытаскивать. Хорошо. Так, теперь наш третий вариант. Пожалуйста. Тоже давайте понюхаем его. А тебе так все нравится, да? Запаха нет. Тоже запаха Тоже, да? совсем нету. Пахнет. Так, следующее вот на ощупь нам как? Именно мягкость, Да, очень тоже мягкая. очень мягкая. Ну, вот я посмотрела, да, они все, в принципе, одинаковые даже Да. вот на ощупь. Мгм. Вот даже вот сеточка вот эта очень похожа у всех троих. Хорошо. Так, а вот поясочек? Тут, кстати, пояска так такого и нет, да, получается? Сбоку есть, они широкие. А, пояс Да. вот здесь, да, у нас. Хорошо, и давайте мы сейчас представим себя такими экспертами из рекламы. И давайте попробуем налить водичку. Сначала наш первый образец. Это вот эти памперсы. Я даже как-то волнуюсь, знаете. Так. Так, давайте вы смотрите, чтобы все было честно-причестно. Вот, давайте-ка попробуем. Я наливаю достаточно много воды. Ой. Кажется, я немножко перестаралась, да? Так, первый раз все-таки тестирую памперсы. Но, кстати, если водичка сначала вот так вот налилась, и тут образовалась такая, ну, таком, да, ну и все впиталось, в принципе. И смотрите, можно даже потрясти. Да, и как там дети там прямо туда-сюда бегают. И, в принципе, да, мамочки, посмотрите, то, что у нас памперсы, они, в принципе, все впитали. Но они если вот, мокрые. да, Мокрая тут. то есть, если представить, то, что ребенок сюда пописал, то он ходит с мокрой попкой. Вот видно? И, соответственно, будет раздражение кожи. Раздражение кожи. Хорошо. Так, теперь наши следующие. У нас были вот такие вот трусики. Трусики тестировать, наверное, не сильно удобно. Давайте вот сбоку можно разорвать, чтобы давайте. удобно было. А давайте вы попробуйте налить водички. Давайте. Мгм. Так, теперь давайте немножко воды впиталась сюда. И тоже смотрим. У нас... Вот, кстати, синяя водичка нам нужна для того, чтобы вот видеть, да, вот границы. Именно поэтому и использовать синюю водичку. Так, ну тоже ничего не закапало вроде, да? Так, теперь давайте вы. Как вам? Тоже влажность есть, да? Есть, Такая, ага. да, дает влажностью. Но быстро впиталась. Вот смотрите, впиталась. чем Мгм. первую. Кстати, да, давайте вот. Хорошо. И наши последние памперсы, это Это были вот эти, да? Мгм. Так, давайте вы теперь попробуйте у нас. Давайте. Я налью. Мгм. Так, подождем. Что же получится у вас? Питалась, в принципе, неплохо, но все равно тоже влажность Тоже определенная есть. Ну, есть, да, чуть-чуть. Ну, Так. так если подождать, Теперь мы попробовали их на ощупь. Мы знали, как они пахнут. Мы попробовали налить туда водичку. И давайте вот каждая из вас сделает свой выбор. Какие же вам больше всего понравились? Давайте посмотрим. мне больше всего понравилось вот последний, да? Почему я выбрала именно Хорошо. это? Так, сейчас будет такая небольшая интрига. Что же выбрали мамочки, мы узнаем после короткой рекламы. Она у нас будет идти всего один рекламный ролик. Я прям чувствую себя женщиной из рекламы. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами передача «Город женщин». И прямо сейчас мы протестировали современные подгузники. И что же выбрали наши мамочки? Покажите, пожалуйста, ваших фаворитов. Ну, я выбрала третий подгузник.
Так, почему я выбрала этот подгузник? Потому что оно, в принципе, быстро впитало. Оно сейчас уже вот сухое. И мне понравилось то, что тут пояски широкие. И поясок не сзади вот такая резинка, да, а сбоку, что не будет мешать ребенку. Хорошо, Екатерина, а вы? Так, ну, мне понравился первый вариант, да. Ну, хоть он со временем впитал тоже очень хорошо, мне здесь понравилась именно вот резиночка. Вот резиночка, она прилегает плотно к телу, к ребенку, да, мне нравится, когда ребенок у меня ползает, да, сейчас у нас активный рост, вот именно ползаем мы, вот, и, соответственно, поясок нам очень важен. Большое спасибо за ваше экспертное мнение, мамочки. Сейчас я хочу показать, какие же подгузники... Так, нет, я спрятала их сюда. Какие же подгузники мы с вами использовали. Так, пожалуйста, принесите мне подгузники, они ушли немножко у нас за студию. И что я хочу сказать? То, что мы вот пробовали подгузники, мы их нюхали, да, и то, что у них нету запаха, это прежде всего говорит о том, то, что они натуральные и их сделали с совестью. Мы благодарим нашего партнера магазин Викуша за предоставление подгузников для нашего тест-драйва. А сейчас я покажу, какие же это были подгузники. Очень интересно. У нас были вот такие подгузники, вот такие и вот такие. И о чем же это говорит? То, что у каждой мамы свой вкус и свой выбор, и обязательно она для своего ребенка выберет самое лучшее, ведь каждый ребенок индивидуален. Благодарю вас, девушки, за то, что помогли мне сегодня протестировать подгузники. Я вас жду в следующий раз. Спасибо большое вам. Когда малыши маленькие, да, они такие сладенькие, вкусно пахнут. Но что же делать, когда ваш вчерашний миленький маленький малыш вдруг становится почти взрослым, и вопросы у него становятся уже не детскими? На днях я провела опрос в своем аккаунте в Инстаграм и собрала самые актуальные вопросы, которые волнуют современных мам. И сейчас я хочу пригласить в нашу студию Анну Пшенникову. Она психолог средней образовательной школы номер 2. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот большое спасибо, что вы к нам пришли. И давайте мы сразу перейдем к нашим вопросам. Что же волнует мамочек? Давайте. Так, мамочка пишет, да, вот прям зачитываю. Что делать, если я стала замечать, что моего ребенка начали обижать в школе? Мгм. То есть уже какие-то явные подозрения. Явные есть, да? подозрения есть. Мгм. Ну, в принципе, вопрос имеет место быть, потому что школа, ну, как мы знаем, да, и у всех у нас есть свои воспоминания о школе. Это такое социальное большое место, да, где люди взаимодействуют и получают основную такую, скажем так, деятельность, как учебу. И, конечно же, в процессе взаимодействия есть какие-то, возможно, трения, недопонимания. И многие ребята на своем поведении, в своих высказываниях, возможно, это проявляют, и родители первыми замечают вот эти изменения. Ну вот если говорить подробнее, то какие дети могут, скажем так, попадаться так под обиды ровесников, да? Конечно, это же дети, которые имеют абсолютно иначе, совсем другую форму поведения, то есть отличительную, да? По-другому смотрят на вещи, по-другому высказываются, возможно, внешность совсем другая, да? Или же это дети, которые под большой гиперопекой находятся в своей семье, и они часто являются насмешками для ровесников. То есть категорий много. И вот как родитель может заметить поведение, мысли, настроение, это все сигналы первой степени, да? Здоровье тоже может быть сигналом. То есть начинает какие-то новые заболевания, или просто он жалуется на то, что вот не хочу, потому что голова болит, да, часто. Придумывают какие-то Да, такие вещи. то есть какие-то цепляются за причины, и поэтому родитель внимательный, он, конечно же, обращает внимание, что делать. Ну, во-первых, разобраться в ситуации. Так ли это на самом деле? Для этого стоит поговорить с ребенком, потому что, возможно, ваш ребенок именно ждет вот вашего приближения, что вы спросите, да, и он тут же откроется. Или наоборот, он пытается это скрывать до тех пор, пока сам
не разберется. Поэтому разобраться раз, поговорить, причем доверительно, А вот вызывая разговор, понимание, да, да? вот именно чтобы это вызвало понимание, да, чтобы он не воспринял это вот как ежик, да, агрессивно. С каких слов нужно начать этот разговор? Ну, есть очень много приемов, но так сразу же всплывает такой прием, как я-высказывание. Он очень популярен среди психологов или среди людей, которые имеют отношение с людьми. Заключается в том, что вначале мы произносим местоимение «я» или «мне». Да? Мне Например, очень... «мне очень там, обидно за тебя» или «мне очень хочется с тобой поговорить». Да? Когда родитель выказывает вот через местоимение желание, подозрение, как бы к душе ребенка есть такой уже канал, да? И ребенок чаще всего открывается. Если он сразу с подозрением, что с тобой случилось, то есть это вот все-таки Вот давим, агрессивно, да, да, вот, агрессия такая подавляющая, ребенок может больше закрыться. закрыться. Может быть, иногда стоит поговорить с ровесниками, с его друзьями. Вот, смотрите, да? а вот какой момент, да? Даже сейчас, когда у меня дети, ну вот младшего школьного возраста, детсадник, если я вижу, что у него какой-то такой маленький конфликт, и я обращусь уже к родителю того ребенка, то мне ребенок может сказать: ну, мама, Да, ты ну не дала. зачем? Ну ты так, ты меня опозорила, например. А вот как вот Ну, найти это тот- нормальная реакция, Мгм. кстати, Как это нормального грамотно ребенка. Да? сделать? Ага, поэтому не стоит бежать впереди паровоза. Мгм. Обязательно в разговоре с ребенком спросить, стоит ли мне вмешаться, да? Или мы какой-то промежуток возьмем, и ты попытаешься сам, допустим, эту ситуацию разрулить. Тут нужно озвучить, сколько времени вам для этого понадобится. Может быть, вам понадобится постройка какого-то диалога определенного, да, если это конфликт. Может быть, стоит где-то признаться в чем-то вот этому человеку, потому что он осознает, что не бывает дыма без огня, допустим. Сразу ли бежать к воспитателю или к учителю, тоже вопрос, да? Но информацию получить можно от учителя. Но бывает иногда в практике такие ситуации, когда стоит и менять и школу, и Ну, садик. даже так, Такое да. тоже бывает. То есть все относительно, и самое главное, в интересах собственного ребенка нужно действовать. А вот как вы сейчас относитесь к тому, что сейчас дети повально стали записываться на кружки, да? И вот мой ребенок с детства, например, весь такой активист, да, типа везде участвует в конкурсах, в олимпиадах, и тут резко он вдруг наотрез от всего отказался и сказал, что это ему никогда не было интересно, например, да? А сколько И, лет ему сейчас? ну, Примерно. 12, А, ну, например, самый да? возраст, да? И говорит, я больше не хочу. Это ты меня водила, а на самом деле я этого не хочу. Мгм. Ну вот Что вам и делать? ответ. То есть, когда дети находятся в дошкольном или в младшем школьном возрасте, нам легче ими руководить, Да. вести их, да? Это тебе нужно, даже иногда порой без аргументов и объяснений, да? Ну не утруждаемся мы до конца довести вот эту идею. Когда ребенок переходит уже порог подросткового возраста, у него абсолютно переоценка ценностей меняется. Абсолютно другие потребности выходят на первый план. Он хочет узнать, что я хочу, да, и поэтому мнение взрослых часто не совпадает с мнением подростка. Вот он и ответил, это ты хотела, Да, да? а вот что делать? Наругать его, договориться с ним, заставить или отстать от него? Так. Дать ему сказать, ну вот типа я тебе даю месяц, ты определяйся. Вот как сделает грамотный родитель? Тоже одна из форм. Взять тайм-аут, да? То есть можно действительно взять промежуток времени, дать возможность самому определиться. Но вы тут же спрашиваете, может, я как-то помогу, или ты мне дай сигнал, когда мне тебе помочь. И если доверительные отношения, они имеются, конечно, ребенок открыто это покажет или проявит. Да, и вот тут тоже мы плавно переходим к следующему вопросу. Он у меня тоже есть в списке. А что делать, если ребенок отмазался от всего? Так. И все свободное время он там не занимается размышлениями, да, а просто проводит время возле компьютера. Как все подростки сейчас, да, они все играют во что-то, а родителям же это удобно, ну, Конечно. его надо только покормить, а все остальное время он сам себя занимает. Мгм. Как вы относитесь вот именно к такой игромании? Вы имеете в виду именно к проблеме того, что он уже погрузился в этот виртуальный мир, или что он вас обманывает? Ну, то, что, может, он не хочет ходить на занятия, а чтобы больше времени посвящать своим компьютерным игрушкам. Ну вот опять-таки с приходом в этот возраст у них меняется основной вид деятельности, да?
Раньше он все делал для того, чтобы хорошо учился. А в подростковом возрасте деятельность меняется. На первый план выходит деятельность общения. У него высокая потребность быть причастным к какой-либо группе, да, и иметь вот это общение, эмоциональное взаимодействие с ровесниками. То есть он играет, он в этом процессе, они представляют собой какой-то такой клан или там группу, да? Да, это И группа, общаются причастность. общие темы. Да. И нужно еще понимать, что ведь дети по-разному погружаются. Кто-то поверхностно, да, в виртуальном мире. Открыл страничку, ответил, закрыл. Есть же дети, которые очень углубленно и очень, ну, скажем так, надолго там застревают, и это является причиной, скажем так, проблемой для многих близких. Самое главное, нужно понимать, что погруженность в виртуальный мир может быть следствием бегства от какого-то дефицита. Дефицита во внимании, дефицита в общении, в понимании, в принятии, в заботе. То есть это он компенсирует именно Да. виртуальным миром, Да. получается, да? То есть вот там ему комфортнее, он там дополучает то, что нету в реальной жизни. А когда вот родители начинают агрессивно ему говорить, только сегодня ты там с 6 до 7 играешь, и все, я тебе все отключаю, выключает роутер, все. Если это вдруг, да, ну, то есть уже все, терпение лопнуло, взрослый вам вдруг это проговорил, это может быть в глазах подростка странным, потому что определенные договоренности, сколько мы на это время тратим, да, вот как бы процесс, какие мы сайты просматриваем, и это только лишь ухудшит взаимодействие взрослого и ребенка, поэтому если родитель хочет грамотно, это нужно начинать с самого начала, с азов. Это первое, да, то есть договариваться, сколько времени мы этому посвящаем. Это раз. Второе, самому быть примером. Странно же будет, да, если вы при этом сидите, посвящаете и тут же ему запрещаете. Но это жизнь двойных стандартов. Да. То есть вы не будете авторитетом. Он, да, возможно, повернется и усмехнется. Допустим, родители, прежде всего, да, есть отличная фраза: не занимайтесь ребенком, а занимайтесь собой. Да, это тоже к этому относится. Ну и, конечно же, не надо забывать о том, что жизнь-то, она интересна, она проходит мимо него, и вот акценты его переключить на то, что происходит здесь и сейчас. Хорошо, большое спасибо, Анна. Пожалуйста. Приходите к нам еще, я думаю, у родителей еще осталось много-много вопросов. А сейчас короткая реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами передача «Город женщин», и сегодня мы говорим о детских сюрпризах. А вы знаете, что сюрпризы бывают не только детскими. Если забросить спорт, не заниматься собой, то сюрпризы может появиться вот здесь и даже вот здесь. А вам кажется, что у вас абсолютно нет времени ходить на спортзал, да, все ваше время занимают дети? Для вас я пригласила сегодня нашу классную мамочку. Она своим примером заряжает тысячи и тысячи людей. Знакомьтесь, Виктория Бестинова, фитнес-мама, фитнес-инструктор. Здравствуй. Здравствуйте. Ну, вот я тебя сегодня пригласила, чтобы в первую очередь узнать, как же заставить встать себя с дивана. Ага, ну вообще дома заниматься тяжелее, чем в тренажерном зале или на стадионе, да, повсеместный быт, дети что-то клянчат. А вот в тренажерном зале уже рабочий процесс, да, ты уже вникаешь. Дома, конечно, тяжелее, но первый мой секрет – это делать домашние дела, когда дети бодрствуют, да. То есть не ждать, пока они заснут, да? Да, и на сон уже остается время для себя. И вот на сон я занимаюсь. Да. А вот сколько, я знаю, ты недавно родила. Сколько младше? 11 месяцев. Ну вот уже год будет. Ага. Да, и вот я знаю мамочек, которые говорят: ой, моему малышу всего полгода, мне врачи категорически запретили заниматься спортом и придумывать себе вот такие отговорки. Как ты к этому относишься? После естественных родов, да, если не было никаких осложнений и если мать чувствует себя хорошо, то уже через месяц можно заниматься, начиная с ходьбы, там, с легких упражнений, без утяжелителей, да. А если уже кесарево сечение, то уже после разрешения врача, да, как вы сказали, после полного заживления шрама,
это, как правило, 4-6 месяцев индивидуально. А вот я тебя знаю со студенчества. Ты была журналистом, да? Потом вышла замуж и вдруг резко стала спортивной. Это влияние семейной жизни на тебя так сказалось или как? Да нет, я с детства занимаюсь легкой атлетикой. Я в детстве часто болела, и мама целью оздоровления отдала в секцию легкой атлетики. Через год я начала участвовать в соревнованиях, и еще через год я стала чемпионкой республики на 3 То есть километра. спорт у тебя был с детства. Да, и с тех пор уже спорт. Да. А насколько вот у тебя спортивная семья? Расскажи, пожалуйста, о своей семье. Мой муж тоже в детстве занимался вольной борьбой. Сейчас он комментирует вольную борьбу, да? Ага. И, ну, братья тоже занимаются, мама тоже бегает. А малыши уже Малыши, стали? да, мой старший сын очень активный. По имени, ну, по-якутски его зовут Арчим, да, он активный, такой же активный, как и по имени, да. Вот, поэтому можно сказать, что мы такая, ну, семья, которая придерживается здорового образа жизни, спортивная семья. Ну, здорово. Хорошо. А вот как ты говоришь своим родным, что стоп, типа, дети, сейчас мама будет заниматься спортом. И как ты находишь время вот для себя, для спорта? Ну вот, я сказала, что занимаюсь на сон, и когда, ну, во время первого декрета, да, когда, ну, я занималась, когда Эрчим спал в коляске. Я оставила коляску посередине площадки Триумфа, и в радиусе этого круга я бегала, занималась. Он спал довольно крепко, где-то 2 часа, 1,5, и спокойно можно заниматься. Хорошо, давайте сейчас мы сделаем сюрприз для наших телезрителей. И прямо сейчас, мамочки, вот если вы сидите и смотрите там, кушаете, да, прямо сейчас мы все встаем. И вместе с нами мы начнем делать физические упражнения. Вот даже видите, я как Виктория тоже приоделась. Так, ну, сегодня я вам покажу такие необычные упражнения. Вот мы используем стул. Стул есть в каждом доме. Да. Не нужно думать, у меня нет специальных тренажеров. Да. Берем стул обычный. Да, не нужны никакие специальные инвентари. Есть такое очень хорошее, эффективное упражнение, как болгарские выпады. Необычные. Выпады. Да. Одну ногу ставим на стульчик, руки для равновесия вперед, и под лавочку уходит задняя нога, передняя нога. Я тоже хочу попробовать Ага. с тобой. Ты это так легко Ага. делаешь. Передняя нога параллельно полу, Параллельно полу. Ага. коленки не выходят за носок, и Как ты так отталкиваемся. долго будешь сидеть? Отталкиваемся пяткой впереди стоящей ноги, то есть рабочая нога – это передняя, да? И повторяем так 10-15 раз. Ага. И что мы развиваем? Я вот почувствовала, да, у меня прям вот здесь, да, Ага. напряглось. Так, участвует, конечно же, квадрицепс и большая часть на ягодичные мышцы. Я всегда хотела спросить у специалиста. Вот говорят же, ой, спортзал ходить, ты станешь качком, потеряешь свою женственность, да? А вот эти упражнения можно каждый день делать? Конечно. Часто спрашивают, кстати, да, и невозможно перекачаться женщину, потому что, ну, да, в спорте выделяется тестостерон, да, но в малых количествах, и невозможно перекачаться. Я думаю, даже тестостерон чуть-чуть в таких Да, маленьких количествах, да. наоборот, дает нам какую-то энергичность, Да, да? конечно. Человек становится активным, и даже, ну, дети же тоже энергоемкие, как говорится, да, и поэтому мамочке нужны силы, как никому. Да. Да, хорошо. А еще, если вы почувствуете себя вот вообще абсолютным таким прям чемпионом, вы можете взять ребенка и вот это вот все с ним Да. делать Да, даже. да. Хорошо, Борьба. следующий комплекс упражнений, Ага. что мы можем делать? Так, берем, ну, коврик, по-моему, есть в каждом доме, да? Да, можем Обычный даже коврик. обычный Вот я знаю спортсменов, которые говорят, только- у меня же нет специальных этих, а можете брать обычный ковер. Конечно, да. И нужна бутылка Да, одна. бутылки, кстати. Мгм. Кстати, я дома использую такие бутылки. А еще есть эспандеры, резинки, да, которые не занимают много места и стоят вообще копейки. Вот. Берем один бутыль, исходное положение на четвереньках. Бутылку кладем между ног Вау. и делаем. Поняла, что будешь Ага. делать. Тут, по-моему,
большая, по-моему. Ну вот, Немножко. Давайте я ага. помогу. Давай я ее подержу. Нет. Но мы представим, Ага. что бутылочка должна быть поуже, да? Ага. Мгм. Она вот тут вот держится, и вы ее зажимаете. Да. И делаем махи ногами. Простите, пожалуйста, сейчас. И делаем махи ногами. Ага. Здесь участвуют тоже ягодичные мышцы, спина статична. И повторяем вот так 10-15 Хорошо. раз. И В верхней что- точке сжимаем ягодицы. Хорошо. Что у нас тренируется во время этого упражнения? Ну, тоже ягодичные. Это изолированное упражнение, нежели чем вот болгарские выпады, да, здесь участвуют квадрицепсы, мы сказали, да, а здесь только ягодичные. Хорошо. Сколько минут это надо делать, сколько подходов? Ну, тоже 20-25 раз. Это так. Можно делать каждый день. Можно делать каждый день, ага. Хорошо. А вот, знаете, вот есть такая проблема, когда тебе становится чуть ближе к 30 и больше, вот когда вот мы машем, Мгм. вот тут трясется. Да. Привет. Да. Как сделать так, чтобы тут не тряслось? Ага. А было Это- каменное прям. Упражнение на трицепс. Тоже можно взять бутылки, да. Есть вот такое очень хорошее упражнение. Локти в одной точке. И делаем жим руками. Локти в одной точке. Работает здесь трицепс. Вот делайте такое упражнение каждый день, Мгм. и под конец года вы сможете большую бутыль с водой 19 литров так же делать. Конечно, можно. А еще есть вот такое очень хорошее упражнение. Обратное отжимание. Тоже нужен стульчик. Тоже Я попробую участвует трицепс. И вот до параллели с полом делаем жим вверх. здесь. А ты еще, я вижу, Раз. носочки немножко приподняла. Ага, Это можно для так. чего мы так делаем? Ну, можно и вот так. А так вот здесь равновесие идет на руки. То есть Да, вес. прямо на руки очень большая нагрузка. Дорогие телезрители, надеюсь, вы прямо сейчас повторяете, ой, как тяжело, за нами. так. А еще для мамочек, что важно для мамочек, да? Это, конечно же, спина. Ага, Мы да. весь день дети на руках, да, кормим грудью, горбимся, да. Это точно. И есть очень хорошее упражнение для мамочек, да, тоже ничего не нужно. Исходное положение лежа на животе. И есть такое упражнение Супермен. Плавно поднимаем туловище и ноги, Ага. руки вперед, назад и садимся. Делаем очень плавно, медленно. На первый взгляд легко, да, но так выполнять А сколько раз надо? Вот если только, вот я вот, если мышц ни грамма, например, со скольки надо начинать? 10, где-то так, 10-12 раз, потому что нагрузку тоже нужно давать. Мышцы тоже должны уставать. А, кстати, вот я еще знаю, то, что мамочки, которые берут, мажутся каким-нибудь кремом, антицеллюлитным, намазываются вот этой пленочкой, потеют и думают, что они очень похудели. Нет, это никак не влияет на жировую прослойку, да, ну а так на кожу может повлиять. Как метод, ну, как вариант антицеллюлитный, да, можно использовать. Но а так для похудения нет, Не конечно. помогает. Да, мы просто, наверное, теряем лишнюю влагу. Лишнюю влагу, лишние деньги. Теперь мамочкам это всем очень важно. Что делать с животом? Вот он же да. у нас страдает больше всего. Мгм. Есть такое очень хорошее упражнение вакуум, да? Его выполняют натощак утром. Вообще Это вакуум... нереальное движение. Вот я видела в интернете, да, Ага, ролики. вакуум – это упражнение, которое пришло нам из йоги, да, в мир фитнеса. Впервые его сделал Арнольд Шварценеггер. Ага. И это очень хорошее упражнение, которое делает живот плоским, да, оно реально работает, если делать эффективно и каждый день. Первое движение – это струйкой выдыхаем весь воздух из легких. И когда вот воздух заканчивается, резко втягиваем живот к спине. Живот втягиваем. Мгм. Я как раз сегодня не кушала с утра. И вот эти сильные втягивания не вредны для здоровья. Нет, наоборот, вот такие остановки дыхания, да, и ну, такие манипуляции очень благотворно влияют на микрофлору и на легкие. И, наверное, это как-то вот делать массажик, да, внутри? Да, улучшается ЖКТ, пищеварение. И стараемся задержаться так максимально. Ну, как правило, это 10-15 секунд. Да, но внимание, если вы поели, да, если готовитесь спать, так делать нельзя.
только на голодный желудок, а то можете себя повредить. Ну вот мы сейчас позанимались, я прям чувствую, как мое тело просыпается, и надеюсь, вы с нами это повторили. Чувствуйте с нами вот эту вот классную легкость. Осенью желаем вам никому не болеть. Большое спасибо, Вика. Мы с вами прощаемся. Но тем не менее, не забывайте смотреть за нашей страничкой в Инстаграм, отправляйте свои вопросы, отправляйте интересующие вас темы. Мы на это все обязательно ответим. С вами была передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. До новых встреч!